Объем задолженности по налогам в Таджикистане по итогам прошлого года вырос почти до 85 миллионов долларов. Значительная часть этих долгов приходится на крупные предприятия республики, сообщает Минфин Таджикистана. И как отмечают эксперты, большая часть этих гигантов напрямую или косвенно контролируется семьей Эмомали Рахмона. Лидирует по неуплате налогов с большим отрывом электрохолдинг Барки Таджик, который задолжал в бюджет около 20 миллионов долларов. Монополист является полностью государственным предприятием, руководство которого назначается правительством. Недавно Эмомали Рахмон снял как не справившегося с обязанностями с поста замдиректора энергохолдинга Амирулло Садулоева, который по совместительству является братом его жены. Другой должник, таджикская алюминиевая компания «Талка», налоговая задолженность ее составляет более 6 миллионов долларов. Местные СМИ не раз указывали, что главой контролирующего фонда этого крупнейшего завода страны является Хасан Садулаев, еще один брат жены Рахмона. Третий по объему должник Таджиктелеком, задолженность его свыше $1 миллиона. Монополист напрямую подчиняется службе связи при правительстве, которую возглавляет еще одна родня Рахмона – Сватбек Зухуров. И сегодня глава Госкомитета по управлению госимуществом сообщил, что за 200 тысяч долларов продан в частные руки горнолыжный курорт Сафедерак. Это уникальный комплекс с огромной территорией. Кому он продан, чиновник наотрез отказался сообщать. Однако совпадение или нет, но на торги спорткомплекс был выставлен после того, как зять Эмомали Рахмона Шамсулло Сахибов был избран президентом Национальной ассоциации зимних видов спорта.